Специальный выпуск новостей. Меня зовут Евгения Кладкевич. Здравствуйте. Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Бурлун Зунайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Продолжается подготовка к отопительному зимнему периоду. Она в самом разгаре. Правительство республики держит на особом контроле вопросы подготовки к зиме. Я еженедельно заслушиваю на оперативных совещаниях вопросы подготовки к зиме. То есть это такое совместное ведение правительства и главы республики. Также специально рассматриваем эти вопросы на заседаниях регионального штаба. Самое главное, это, конечно, не заседание, а самое главное, это подготовить наши котельные, сети, жилищный фонд к отопительному зимнему периоду. Неоднократно и прошлую зиму, и предыдущую зиму были вопросы по муниципалитетам, где управляющие компании, не все многоквартирные дома берут управляющие компании под управление. И в том числе проблема вот такая очень серьезная была в Устцильме, поскольку там не было ни одной управляющей компании. Вот мы проводили большую работу и в поисках управляющих компаний, рассматривали вопрос даже создания МУПа, муниципальной управляющей компании. Это, в общем, дорогое очень удовольствие оказалось, поэтому все-таки вышли на то, что в Устцильме появилась управляющая компания, там порядка 114 многоквартирных домов, вот они как раз были без управления, но, соответственно, подготовки к зиме практически не было, потому что это нужно сделать все по актам, и системы отопления продуть, и посмотреть, как они держат давление и так далее. То есть понятно, что без вот такого актирования, без подготовки, паспорт подготовки к зимнему периоду у Устцильмы не было. Ну, это было тоже понятно. Вот сейчас такая управляющая компания появилась, и мы точно совершенно уверены в том, что эти дома уже в этот отопительный зимний период пойдут с паспортами готовности. Это очень хорошо, ну и самое главное, это для людей, потому что есть ответственная компания, которая действительно можно своевременно, быстро, качественно исправлять те вопросы, по которым люди обращаются. Сегодня в Финно-Угорском этнокультурном парке стартует третий открытый фестиваль детского видеотворчества «Пышкай». Заявки на участие в фестивале подали 64 медиа-студии. Это практически такой уже международный получился фестиваль, потому что кроме того, что 31 регион в России заявились, но даже еще и заявилась Луганская Народная Республика и Эстония. Всего заявлено 122 видеоработы, репортажи, зарисовки, фильмы, ну и в том числе 15 работ из Республики Коми. Это больше 10%, это очень хорошо. Оценивать будут работы очень серьезное, экспертное жюри. В это жюри входят профессиональные журналисты, кинематографисты. И для участников фестиваля запланирована культурно-образовательная, экскурсионная программа, мастер-классы, конкурсная работа от членов жюри, разбор, вернее, конкурсной работы от членов жюри. И гости посетят частный парк Лозымская пуща, побывает на свечном производстве Натальи Паутовой в селе Иб. Фестиваль торжественно откроется сегодня вечером в Конгресс-холле Финно-Угорского этнопарка, а церемония награждения победителей состоится 12 августа в Большом читальном зале Национальной библиотеки Республики Коми. Фестиваль организует студии детско-юношеского телевидения и кино «Дежурка» при поддержке гранта главы Республики Коми для социально ориентированных некоммерческих организаций, а также при поддержке Минкультуры Республики Коми. Ну, будем ждать, как пройдут видеопросмотры, ну и, соответственно, будем надеяться на то, что и болеть за наших юных режиссеров, кинематографистов, с тем, чтобы они тоже были отмечены дипломами жюри.
По эпидобстановке ситуация у нас не такая хорошая, как по новостям. К сожалению, мы растем, и оправдание того, что растет вся Россия, для нас не очень хорошо и не очень убедительно выглядит, потому что мы готовимся к 100-летнему юбилею республики, и для нас критически важно вот такой рост. А растем мы действительно очень сильно. То есть вот еще недавно я им говорил, что у нас было 30 случаев, 40, да, сегодня уже 57, и вчера было 53. То есть каждый день мы прибавляем там 4-5 случаев. Но самое, наверное, еще сложное в том, что мы начали расти по коечному фонду. Вот это совсем плохо, потому что я долгое время вам говорил, что да, мы понемножку растем, но тяжести нет, и мы практически не добавляли коечный фонд. Сейчас мы в одночасье открыли дополнительные 35 коек, потому что занятых уже 82. Поэтому развернули 109 вот с этими 35. Но, тем не менее, я боюсь, что нам придется еще дополнительно разворачивать, потому что мы очень активно растем по занятости койки. Вчера было 71, сегодня 82. То есть мы опережаем даже рост по количеству вновь заболевших. Соответственно, тяжелеют те, кто заболел там вчера, позавчера и так далее. В связи с этим, к сожалению, я снова вынужден напоминать, что если вы хотите все-таки праздновать 100-летие, прийти здоровыми и веселыми, то рекомендую уже, если вы заходите в места общего пользования, я имею в виду там магазины, общественный транспорт, лучше одевать маски. Потому что уже на самом деле прослойка людей, которые носят вирус и легко болеют, их очень на самом деле высокая. Поэтому начинайте снова, кто заботится о себе, соблюдать меры профилактики, обработка рук, маски и, конечно же, вакцинация. Другого способа у нас не заболеть, а если и заболеть, то легко, к сожалению, пока нет. Вот на этом у меня сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга, не болейте. Нам нужно достойно встретить и провести 100-летний юбилей. До следующей встречи. Аджеслетеч.